Первый час сессии почти полностью был посвящен итогам работы за год уполномоченного по правам ребенка в республике. Ирина Волынец подготовила 200-страничный доклад с различными диаграммами и рассказала депутатам об основных тенденциях. В минувшем году детскому омбудсмену поступило около 2000 обращений. Большая часть вопросов связана с разрешением семейных споров, кому воспитывать детей после развода. Также просят решить проблемы с образованием, жильем и социальным обеспечением. Решено положительно 49%. Остальные обращения остаются на контроле. В Татарстане на 16% стало больше неблагополучных семей с детьми-инвалидами, на 6% семей с детьми в социально опасном положении. К началу года на учете состояли 1300 семей, которые воспитывают 2700 детей. В каждой третьей пьют родители. Как сообщила Ирина Волынец, на треть выросло количество детей, которые находятся в социальных приютах больше 1 года. Детская тема вызвала много вопросов у депутатов. Сколько было обращений к вам за прошлый год, 22-й, касаемо буллинга? По итогам прошлого года именно по буллингу, по организованной травле обращений, слава богу, у нас в Татарстане не было. Поэтому школьные конфликты, да, все чаще с участием родителей. Это уже какие-то отношения между родителями и учителями, к сожалению, иногда трудно разрешимые, но вот организованной травли нет. Еще одна проблемная тема – детский суицид. О ней в своем выступлении Ирина Волынец предпочла не говорить. Вопрос подняли сами депутаты. В прошлом году в сводках чаще фигурировали подростки, которые сводили счеты с жизнью. Вопрос суицидальная обстановка среди несовершеннолетних. Тенденции, статистика и куда мы идем? К сожалению, я вот не озвучила в докладе, чтобы, наверное, не расстраивать вас, но ровно на 100% выросло количество суицидов за прошлый год. Я веду свою статистику. Очень страшно, что снизился возрастной порог суицидентов. Сегодня уже дети в республике 2009 года рождения есть. Если в 2021 было 11 случаев суицида, то в прошлом уже 22, рост ровно в 2 раза. Все чаще причиной становятся конфликты в семье, непонимание, чувство одиночества, покинутости, заброшенности в семьях, которые внешне выглядят вполне благополучными. Как отметили парламентарии, проблемам семей и детей нужно уделять больше внимания. Не мы разве с вами переживаем, когда получаем информацию о бесконечных разводах, вновь появившихся семей, детей, оставшихся без попечения, родителей. И мы эти вопросы поднимали на заседаниях комитета. Рустам Нургалиевич часто подключается к этим вопросам через строительство новых школ, детских дошкольных учреждений, создание условий для рождения и воспитания детей. Но с повестки дня этот вопрос не снимается. Депутаты Госсовета сегодня направили обращение председателю Госдумы Вячеславу Володину. Наши парламентарии предлагают исключить возможность возложения на регионы обязанности покупать 14 дорогих лекарств для лечения редких орфанных заболеваний. Федеральным законом об охране здоровья граждан Российской Федерации к полномочиям Министерства здравоохранения Российской Федерации отнесена организация обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающими 14 высокозатратными нозологиями. Следовательно, эти полномочия должны были бы осуществляться за счет федерального бюджета в полном объеме. Я полагаю, я с Володиным встречусь. Актуальность этой проблемы имеет место не только для Татарстана, а для всех субъектов Российской Федерации. Итоги своей работы сегодня также представил уполномоченный по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев. Ему поступило более 3000 обращений. Это чуть меньше, чем годом ранее. Как он сообщил, в 70% случаев удалось восстановить нарушенные права предпринимателей. Депутаты спрашивали, как на малом бизнесе отразились санкции после начала СВО. Были вопросы, связанные с невозможностью исполнения муниципальных государственных контрактов, задержки поставки товаров, сложности провести платежи нашим контрагентам зарубежным. И то, что мы тоже не ожидали, быстрое прохождение таможенных процедур. Даже вроде бы нарушений нет прав предпринимателей, но нужно ускорить. Но вот уже к концу года часть вопросов, она уже
будем считать, свою остроту потеряла. Платежи в бюджеты всех уровней в минувшем году были в приоритете у судебных приставов Татарстана. Особое внимание уделяли долгам по зарплате и алиментам. Как доложил Анвар Закиров, дел стало больше. Их количество превысило 3 миллиона. Всего взыскали 16 миллиардов рублей. Со следующего года по новому федеральному закону приставы должны получить больше полномочий в контроле за коллекторскими и кредитными организациями. Если сейчас мы контролируем 13 организаций, то с учетом вот расширения этого перечня мы будем контролировать примерно порядка 50 организаций. Кроме этого, в законе с учетом нарушений форматов общения с должниками, участниками этого рынка, предусмотрено введение такого понятия, как интеллектуальный агент, который, на основе искусственного интеллекта уже будет на уровне программного обеспечения урегулировано качество и количество форматов общения с должниками. И, соответственно, таким образом законодательно будет снята проблематика, когда должнику звонят более установленного законом количество раз в сутки, в неделю, в месяц и так далее. Новшество внедряют и в градостроительство республики. Появится единый документ, который объединит генеральный план и правила землепользования и застройки. Также должна заработать региональная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Дмитрий Айрин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.